Ускорить подготовку жилищного фонда к отопительному сезону поручил властям Вуктыла глава Коми. После прошедшей зимы городской округ на особом контроле. В ходе рабочей поездки Владимир Уйба посетил котельные в Дутово и Вуктыле, а также проинспектировал строительство водовода Почурье-Вуктыл. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже этой осенью. По итогам поездки все участники процесса подготовки города к зиме еще раз сверили часы на совместном заседании. Ольга Коняева подробнее. Испытание морозом коммунальная система Вуктыла, прошедшей зимой, не выдержала. Часть домов остались без горячей воды, а тепло подавалось не в полную силу. Потому подготовка к отопительному сезону идет тщательнее, чем когда-либо. На центральной котельной для повышения температуры энергоресурса проведена реконструкция системы горячего водоснабжения. Продолжается модернизация котлов, промывка и опрессовка наружных инженерных сетей города. Но проблема не только в котельной. В первую очередь ведутся работы, Владимир Викторович, по тем домам, по которым у нас были проблемы. Это 15 домов. К сожалению, мы отстаем от графика в промывке домов, получается, но связано это с тем, что промывка ведется постоянная каждого дома. На сегодняшний день выполнена промывка 7 домов и начата промывка еще в 3 домах. Специально для того, чтобы более качественно осуществлять промывку, управляющими компаниями в одной уже закуплено, в другой в понедельник приходит новый импульсивный пневмогенератор мощностью 1,5 киловатт, который позволяет напором 60-70 метров проводить более качественную промывку каждого дома. Вызывает очень большое опасение низкая готовность на сегодняшний день по жилищному фонду. Здесь это ваша зона ответственности. И здесь нужно принимать просто срочные меры, потому что или наращивать бригады, или наращивать сменность, да, но тут тоже сменность, значит, надо и людей добавлять. Но 11% это очень низко. Ремонт внутридомовых систем, крыши, межпанельных швов, теплоизоляция лестничных клеток и подвалов, утепление и прочистка вентиляции. Подготовка жилищного фонда – это большой пласт работы. 3 управляющие компании, 8 ТСЖ и муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» оснащены оборудованием, техникой и аварийным запасом материалов. На подготовку социальных объектов муниципалитет выделил больше 8 миллионов рублей. Всем службам глава Коми поручил усилить работу для получения паспорта готовности к отопительному сезону. Свою проверку продолжает и служба Стройжилтехнадзора Коми. Вопросы подготовки домов к отопительному периоду находятся и останутся на постоянном особом контроле службы. В этих целях мы вводим дополнительную единицу инспекторов в нашу государственную жилищную инспекцию. До этого у нас на территории работал всего 1 человек. С 1 сентября мы вводим еще 1 единицу. Не без помощи местных предприятий Вуктыл справляется с трудностями. Глава Коми встретился с руководителем газодобывающего предприятия. Компания усиливает присутствие в регионе. В 2022 году возобновит бурение 402-й скважины на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении. Сейчас ведутся подготовительные работы. Строительство 402-й скважины в этом году больше 400 миллионов мы затратили. Увеличение добычи нашим объединением здесь, в Коми, мы увидим уже в конце этого года. Такие вложения, да, в республику, если будем делать, то совершенно точно по крупице создадим совершенно другой облик и притягательность к республике. Спасибо вам большое за эту работу. Это очень важно. Повторяю, сегодня все-таки самое главное – это обеспечить человеку достойную жизнь. Конечно, огромное количество проблем, начиная от инфраструктуры, заканчивая социальным блоком, там, работы, уровень заработной платы, но все-таки самое главное – выработать стратегию, поэтому по этой стратегии начать двигаться. Как отметил глава Коми, новая скважина, судьбоносная для Вуктыла, это перспективы развития для северного городка. В 2014 году ориентировочный прирост добычи по этой скважине оценивался в 50 миллиардов кубометров газа. Ольга Коняева, телеканал Юрган, Вуктыл.